так вот. Так вот, друзья, не успел включиться. Очередной хариус. Опа, и у нас там еще один есть. Пока тянул, еще один зацепился. Опа, вот он хороший. Их два. Вот один. Стоять. Чуть не ушел. Вот второй. Энскадан. 3 хариуса за одну проводку. Друзья, всем привет. Вчерашний ролик, я радовался лету, но оказывается мы рано радовались. Лето как пришло, было всего 2 дня. 3 дня не было дождя, 2 дня было тепло. Все, лето закончилось. Сегодня были планы с раннего утра выехать на рыбалку, но поливал дождь. Вот только-только он перестал, но все хмурое, возможно он пойдет. И время уже 11 час. Если быть точным, 12 уже, 11 часов 12 минут. Что я включился, хочу вам показать. Вот, позавчера здесь мы выкашивали, вчера все, 2-й раз уже. Вот граница, где мы 1-й раз выкашивали. Я выкашивал всю эту территорию. Вот немножко зелень. Там я не косил, потому что там трава мелкая и цветочки. Что я вам, друзья, хочу показать? Хочу вам показать, что природа с этими постоянными дождями и холодами немного уже сходит с ума. Вон, после 1-й косьбы по новой пошли весенние цветы. Вон, купальница. Вот она, эта купальница. Она обычно у нас цветет в мае. Вот я здесь все выкосил. Вот так бы была вот такая трава. А тут я все выкосил 1-й раз когда. И вот первое потепление, которое было вот на днях. И по новой пошли купальница. Вон. По новой она пошла расти. Это 2-й раз. Это говорит о том, что природа думает, что потеплело, наступила весна. Ага, 18 августа наступила весна, конечно. Вот, а так все вот, несмотря на то, что здесь такая неудобная площадь для косьбы, я все это выкашиваю, потому что если это все не выкашивать, все зарастет крапивой, бурьяном, да ладно бы, вот. Борщевик, беда. Беда наша, которую привезли в годы совхозной бурной деятельности откуда-то. Вон у соседей тоже все заросло борщевиком. Прошлый год не скашивали, она выпустила семена. Сей год вот уронили. Были просто здоровенные деревья. Вот. Борщевик этот достигает высотой, не знаю, больше 3 метров, наверное. И вот я постоянно здесь выкашиваю. У меня здесь тоже несколько кустиков вот было уже от семян, чтобы не пустить эту заразу дальше. Вот такой вот. Как мы видим, здесь тоже памятник полевой. Пол огорода цветет и пахнет. А там идеал, уже все. Скоро будем собирать. Ну что, пойдем проверим ловушку. Глянем живца. И вперед на речку, на рыбалку. Взял с собой плащ, так что до вечера, сегодня с ночевкой не пойду, но до вечера я порыбачу. Ну вот мы и на реке. Как мы видим, с вчерашнего дня вода еще упала. Появились кусты, которые съели уже 2 блесны, крючок один. И что вы думаете, один крючок я нашел, вот он. Начал внимательно смотреть, заметил леску, а потом нашел и свой крюк. Вот он. Вот он, мой крючок, который я потерял уже больше месяца назад. Вот так он выглядит. Проживел, конечно, уже. Так, и вот эта леска, где был он замотан, с грузиком. И вот вытащил еще такое бревно. Вот оно здесь было. Здесь сосед Вася порвал блесну. Я думал, возможно, здесь. Обыскал
Все бревно вытащил с воды. Вот здесь оно было, вышло. Не нашел, но зато я нашел вот такую вот рыбку. Вышла вместе с бревном. Сначала думал, этот юмань. Рыбка такая тоже маленькая. А когда пригляделся, оказалось, что это маленький налимчик. Вот такой вот маленький налимчик этого года выпуска. Вот он такой маленький. Они различаются. Юмань, у него усики, как у сама, наверное. Самы у нас не растут, а налима борода. Вот такой вот маленький налимчик. Он залез вот в это гнилое дерево, и я вытащил его вместе с этим деревом. А расти приходили через пяток. Вот так вот. Расти, малыш. Любят они залезать в такие вот коряги. Блесну я Васькину не нашел. Вот она здесь. Был налимчик, а блесны нет. Но потом еще, когда вода еще, если упадет, я здесь Макса позову, поищем с металлоискателем. Может быть, еще найдем. А заодно попробуем найти потеряшку на острове. Там с Мазаем потеряли. Мне просто интересно, найду я, не найду. Вот крючок нашел, а блесну не могу найти, хотя блесна покрупнее. Так, смотрим нашу ловушку. Что-то залезло, не залезло. Взял сегодня вот такую маленькую еще ловушечку. Попробую ее закинуть. То, блин, глубоко. Глубоко. Так. Ну что? Что мы видим? О! И здесь щучка. Если там щучка, и еще, походу, еще налимчик. Мальков нет. Ага. Мальков нет, но зашла вот такая щучка. Сейчас как бы показать. Ладно, включу экшн камеру. Мальки не залезли, зато залезла вот такая вот щучка в ловушку. И вот такой, опа, не заметил кто, маленький налимчик уплыл. Ну а ты-то что не выходишь, щукенцы? Вот такая вот щучка. Вот такая вот щучка. А где малек-то? Ладно, плавай, подруга. Все. Воткнулась в траву. А мальки есть, вот они, видно, появляются. Или слишком мелкий малек, тоже возможно. Или что, не знаю. Опять пошла пена. Неужели попрет опять вода? Ладно, закидываю. Нет, не сюда. Поднимаю ловушку, закину в другое место. Попробуем место поменять еще. Закину большую, закину маленькую. Попробуем в другом месте малька половить. И выезжаем. Так вот, друзья, приехал на такое место. Здесь остров посредине реки. Вот такой вот остров. И здесь получается такая типа курьюшки проточная. Раньше здесь малька было немерено, особенно весной. Летом я здесь не ловил. Вот такая вот глубина. Метра полтора, наверное, глубина. И одну ловушечку мы закинем сюда. Будем пробовать. Будем пробовать везде, пока не найдем малька. Так, ловись, ловушка. Так, кинули по течению. Если малек на запах о трубе будет подниматься, по идее он должен будет зайти. Так, ну, посмотрим. Если до вечера не зайдет,
будем менять дальше места. А пока сейчас мы объедем этот остров и попробуем покидать резину, блесну, в надежде поймать окуня. Итак, друзья, переехали на правый берег Печоры, чуть ниже поселка Русаново. Вот он здесь. Я там учился в интернате в свое время, с 4 по 10 класс. Вода, конечно, большая, когда вода меньше, здесь везде трава, трава, трава. Ну, короче, решил покидать здесь. Доплывем до переката, покидаем. Вот тут у меня мушка, вибрики, блесна. Покидаем эту тройку. Клюнет, не клюнет, ну а потом попробуем там на перекате поймать хариуса. Пока у меня улов состоит из одного окушка. Поймал там возле Покчи. Покидал немного. Клюнул на блесную вертушку. И все, одна поклевка. И пока больше ничего. Пробовал. Уже все. На улице похолодало. Я считаю, вон оделся уже. Флисовая куртка, горка, рубашка, футболка. Ну, короче, по-зимнему. От вчерашнего лета и следов нет. Но зато один плюс от этой прохлады. Нет мошкары. Так, ну мы продолжаем кидать. Так, ну что, сплавились мы где-то около полкилометра. Ни одной поклевки. Начал подплывать к перекату. Вот здесь вот каменистый берег. Перекат, конечно, весь еще под водой. Воды много, но чуть-чуть немножко не доплыл. Вот чуть я выше нахожусь сейчас переката. И заметил всплеск хариуса. Скорее всего, это хариус. Пока кидал, пару раз тоже плескался, но это, скорее всего, был сижок, потому что он не плеск, а так бульк. Чисто по поверхности воды, там мошкару или что там он собирает. Это сишки, а это вот сейчас вот здесь было больше похоже на хариуса. Сейчас покидаю в блесну. Там у меня есть мушка, там у меня есть резинка. Если не возьмет, то попробуем что-то другое. Ну вот, друзья, встал я на перекат. Все попытки поймать рыбу на правом берегу результата не принесли. Приехал на перекат. Глубины, конечно, еще очень много. Самая маленькая — это 1,5 метра, даже около 2 метров. Ничего страшного. Распустил вот такой снасть под названием кораблик. Там вот кораблик, здесь на леске мушки. Раньше это снасть была запрещена, сейчас вроде как бы разрешили. Короче, будем пробовать на кораблик. Пробовать надо все. Кораблик у меня катамаран. Одним движением руки он изменяет направление влево-право. Там такая проволочка. Хариус не плещется. Оп, нет, плещется. Вот, есть, что-то прыгнуло. Не знаю, дойдет, не дойдет. Но пока висит. Прыгнул на мушку. Мушки тут всякие разные. Так, надеюсь, видно. Вот он идет. Вот он идет. Вот он идет. И вот он, первый хариус. Вот он, друзья, первый хариус. Клюнул на такую безобразную белую мушку. Просто белая нитка и кусок белого пера. Здоровая мушка клюнул. Вот такой вот хариус, друзья. Так что у меня первая рыба. Ну, окушок. Это уже вторая рыба. А Янскадан. Ну вот. Не знаю, как будет дальше. Но пока у меня настроение приподнялось. Пока мы все-таки нашли способ, как поймать рыбу.
при бесклёве. А сейчас мы это проверим, была ли это случайность, или мы сегодня все-таки поймаем рыбки. Если поймаем, то хорошо. Мы уже поймали, это уже хорошо. Хороший, довольно приличный хариус. Так что, несмотря на глубину, хариус мушку видит. И сейчас мы будем его пробовать ловить. Чтобы нормально здесь ловить, тут надо еще упасть 1,5 метра, как минимум. Потом откроется здесь такой хороший перекат. Я здесь с детства ловил этого хариуса. Приеду часика 3 вечерком на овода сначала, потом на кузнечика. Ну, клевало. Килограмм 5-6 я всегда вылавливал за вечер. Ну вот еще одна поклевка. Вот второй хариус. Вот он, нормальный хариус. Клюнул на такую вот мушку. Раньше это был тройник красный, с красной нитки и немножко волос рыжих. Потом 2 крючка уже обломило, теперь это одинарный крючок. Так что дело потихоньку сдвинулось с мертвой точки. 2 хариуса мы уже имеем. Енскаден. Так, друзья, у нас опять поклевка. Прыгнул хариус. Опа, ушел. Ушел, хороший был. Утопил мушку аж до дна. Хороший хариус был, но ушел. Сход. Обидно. Надо бы поменять ту мушку, на которой один крючок, поставить тройничок, но я с собой не взял. Потому что я не думал, что сегодня я буду ловить на кораблик. Вот он прыгает, небольшой хариузок. А как мы видим, на кораблик единственный вариант, на что сегодня можно поймать рыбу. Ну, друзья, пытаюсь поймать хариуса, который плещется рядом с лодкой. На мушку, на нимфочку. 2 раза уже поднимался. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот. Так, иди сюда, вот так вот. Вот такой хариузок. Где-то. Все-таки я выдраконил. Вот на такую нимфочку. Так, наконец-то еще одна поклевка. Не знаю, дойдет, не дойдет. Хариус клюнул. Вот он, вот он, вот он. Пока идет. Пока идет. Опа. И пришел. Вот такой вот хариус. Клюнул на вот такой двойничок. Енскаден. 4-й хариузок. Нет, до поклевки все-таки хоть что-то видим. Окунь не клюет, щука не клюет, никто не клюет. Вот хариуска вот все-таки мы нашли чем приманить. Даже по большой воде. Так вот.
Так вот, друзья, не успел включиться. Очередной хариус. Опа, и у нас там еще один есть. Пока тянул, еще один зацепился. Опа, вот он хороший. Их два. Вот один. Стоять. Чуть не ушел. Вот второй. Энскаден. 3 хариуса за одну проводку. Все хорошие, стандартные. Энскаден. Вот так вот, нет. И потом Энскаден боженька дал мне сразу за одну проводку 3 штуки. Отлично. Жареху мы сегодня уже поймали. Все-таки нет. Переехал немного сейчас. Только закинул и сразу один. Пока тянул, взял второй. И вот здесь вот хапнул третий. 3 хариуса за одну проводку. Один, правда, чуть не ушел здесь. Но не ушел. Значит, был мой. Итак, переехали еще немножко. Решил покидать блесну. Для начала. Раз 5 то кину, потом пройдусь мушкой. Опа, есть. Что-то есть. На мушку, на верхнюю мушку. Вот такой вот хариузочек. Вот так. Ух. Энскаден. Маленькая мушка сверху, в середине джиг-головка, в конце блесна. Сработала мушка. А так на блесну. Опа, есть, что-то есть. Ух ты, хороший, блин. Ушел. Но этот был на блесну вроде бы. Обидный сход. Ну и ладно, значит, не мой. Опа, вот он. Опа, бляха-муха. Твою дивизию. Попался на мушку такой хороший хариус. И не попал в лодку. Перелетел лодку. Но этот хороший был. Обидно, досадно, да ладно. Уже интереснее стало. Ближе к вечеру пошло клевать. Пошли поклевки. Уже стало веселее. Ну вот, пока все. Нет, что-то есть. Есть. Ух ты какой. Опа, вот так вот. Энскаден. Попал на мушку. Вон, друзья. Опа, стоять. Попал на мушечку. Ай-яй-яй. На нимфочку, то есть. Так, у меня блесна еще перекрутилась. Все. Сейчас ответим, пока выключаемся. Вот он чуть-чуть не успел включиться. Взял на блесну. Вот такой вот хариус. Энскаден. Так, у нас что-то тут запуталось. Так, если клюет, то значит клюет. Надо кораблик убирать. Будем ловить на блесну. Что-то на блесну, что-то на мушку. Просто вместо одинарного крючка поставить тройник, и будет нормально. Хариус есть, хариус начал клевать.
И это радует. Щука с окунем не клюет, ну и бог с ними. Ох ты, боже ты мой. О боже, какой мужчина. Это куда? Еще и в лодку упал. Еще и в лодку упал. Еще и спрятался куда-то, ладно. Сейчас я, друзья, найду его и выпущу. Вон, друзья, нашел я этого жигана. Вот он какой маленький. Иди, плавай, друг. Расти и расти тебе еще. Так, друзья, очередная поклевка. Хороший хариус. Иди сюда, иди сюда. Взял на нимфу опять. Нимфа у меня в виде осы. Типа оса. Вот такая вот нимфочка. Черная башка, красные крылья. Так, друзья, сплавился, хрен его знает куда. Около метров 500, на полкилометра где-то, наверное. Думаю, не клюет, там глубина. Решил подняться опять на старое место, где были поклевки. И вот, первый же заброс. Вот такая снасть у меня была. Вот такая вот мушечка сверху. Запуталась, ладно, потом. Сейчас распутаю. Вот такая вот нимфочка сверху. Затем вот такая джиголовка для весу. Вот такая блесна. И к блесне я еще привязал мушку. Вот он. Вот он, друзья. Вот он. Красавец хариус. Взял на мушку. Заглотил. Хорошо. Когда первый же заброс. Так что, если клюет, не надо искать клевые места, а надо рыбачить там, где клюет. А то у меня здесь поклевки были, я пошел ниже. И в итоге потерял час времени, если не больше, на пустое кидание. Сюда вернулся, первый заброс и сразу же поклевка. Уже вечер, скоро сядет солнце. Надеемся на вечерний клев. Если окунь с щукой не клюют, будем ловить хариуса. Хариус просто издевается надо мной. Вот прямо перед носом плещется, а брать не хочет. Совсем не хочет. Ветер стих, и все, волна пропала, и стал он очень-очень осторожный. Вот он здесь. Я знаю, что он здесь. Но брать не хочет. Вот, раз, два, три. Ну это ладно, это мелкие. Вот он, вот он. Вот это нормальный. Что ему надо? Он даже здесь не один, а их здесь двое. Один ближе к лодке, второй чуть подальше. Но не берут. Не берут. Вот он. Все-таки я его выдраконил. Вот он такой замечательный хариус. Вот он, вот он. И я его поймал на мушку, на нимфу. Только не на спиннинг, а на удочку. Вот на такую мушку. Поиграл, и он не устоял.
достал свою удочку, 6-метровку свою сломанную. И вот так вот играл, и он хапнул. Ветер стих, появилась мошкара. Давненько тебя не было. Вот он, друзья, такой харюзина. Вот. Что, пока выключаемся, ищем еще одного или двоих. Сейчас я подниму якорь, подъеду туда к кустам, покидаю блесну, посмотрю, а окунь, может быть, активировался. Если нет, то поедем на другой перекат. Так, с переката мы отъехали. Попробуем немного на тиховодье. Посмотрим, активировался окунь, не активировался. Вот такое вот место. Вот, я ему преподношу силиконовую приманку, вертушку, нимфу и мушку. А ему пофиг. Пофиг на все. Ему не надо ничего сегодня. Хариус, если поклевал, сегодня грех жаловаться на улов. Отлично. Половили мы его, сам того не ожидая. Если бы клевали окушки, я бы даже и не додумался половить хариуса. Теперь будем знать, что самый голодный на Печоре на данный момент это хариус. Так. Сейчас немножко до конца кустов покидаем и поедем на другой перекат. Ну вот вечер. Солнышко садится. Ветер стих. Начало темнеть. И совсем перестало клевать. Вот уже в течение часа полтора, наверное, я не видел ни одной поклевки. Несмотря на все мои старания. Менял все, что можно. Силикон, блесна, мушки. Зря я ушел с харюзового места. Вечерком решил поймать окуня. Лучше бы я ловил хариуса. Он хоть нет-нет да поклевывал. Все, крайний заброс. Окунь, щука. Ничегошеньки сегодня не хочет клевать. Хорошо, что хоть хариус поклевал. Так, все. Моя гирлянда не работает. Мушка, джиголовка, блесна и еще одна мушка. Так, ну что? Ну что, друзья, можно подводить итоги. Выехал я сегодня на рыбалку в надежде поймать окуня или щуку. Ни тот, ни другой клевать не хотел, но зато поклевал хариус. Вот. Собрал я всю рыбу оттуда. 20 штук. 20 хариузов и один вот такой окушок. Первый был окушок, а потом вот такие 20 хариузов. Вполне приличные хариуза. 20 хариузов стало пол ведра. Это где-то около 5 килограмм. Вот так вот. Вот такая вот получилась сегодня интересная рыбалка.
Планировали одно, получилось другое. А теперь домой чистить рыбу, закинем в морозильник. А потом, когда приедет моя веселая семейка, мы это все дело пожарим и сделаем малосолочку. Так что всем пока. На речке, как я понял, делать нечего. Ну, в смысле окуней. Если насчет хариуса, то можно и выехать еще. Но посмотрим. Все посмотрим. Так что всем до свидания и до встречи на реке.